Друзья, всем привет! Как вы видите, мы опять на нашем острове. Приехали проверять наши ловушки. Вчера лень было идти от лодки обратно сюда. В общем, комбикорм не закинул. Сегодня взял комбикорм, взял сачок, попробуем на сачок. И взял еще две верши, которые остались, которые я не закинул в прошлый раз, закину сейчас, потому что пока льда нет, надо сделать запас. Но первым делом, конечно же, мы сейчас проверим наше озеро, большое, маленькое. Аккуратно, тихонечко, проверим. Вчера получилось вот так, где кряпка просто красиво, вообще мне понравилось. Дай бог, чтобы сегодня тоже получилось. Сегодня у нас плюсовая температура. Где-то градусов 5, наверное, 7. Тепло. Так, здесь походу никого. Здесь никого. Дело. Есть. Еще не есть, да ёшкин-то кот. Заметил, пошла волна. Пригляделся. Фух. А это утка. И походу мы ее добыли. А вот она лежит. На всякий случай сразу патрончики. Ну вот. А кряку нету. Ну, они по-любому бы от выстрела поднялись. Так, пойдем посмотрим, что за утка. Надо было дать ей, чтобы подплыла ближе к берегу. Зря я стрелял второй раз. Сейчас замучаюсь доставать. Вот она, моя утка. Походу связь. Похоже на связи. Слушайте. Как тебе, дорогуша, теперь достать? Будем что-то думать.
Ну вот, наше озеро не оставило меня без утки. И это здорово. Энскаден. Уточку мы добыли. Вот она. Плавает. Осталось только достать. Ну, с озера как-нибудь да достанем. Дело времени. Так. Что за уточка у нас? Ну все верно. Это сведь. Вот такой вот сведь. Тоже отличная вкусная уточка. Ну вот, Энскаден добыли. Теперь можно идти проверять наши ловушки, добавлять. Фото на память. Вот мы на наших ловушках. Сейчас посмотрим, влетело, что не влетело без комбикорма. Так. Немножко воды набрать. Достаточно. Ну. Пусто. Оттянайте. Без комбикорма не хотят лезть. Ладно. Дадим мы вам комбикорм. Подсыпем. Ну, вчера сколько было? 10 штук. Сегодня пусто. Так. Хорош. И раз. Летающая тарелка. Так, поехали дальше. Бутылку я так не подниму. Тоже пусто. Вот так вот. Не хотят лезть без комбикорма. Так, посмотрим, что нам поймали верши. Вчера эта верша вообще шикарно поймала. Сегодня и здесь пусто. Что-то нету. Но скорее всего и там пусто.
Вот и наши деревенские кони, лошади с жеребятами пасутся. Раз, два, три. 4 молодых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 взрослых лошадей. Это они видят меня с ведром и думают, что я им что-то дам вкусное. Да? Что, вы думаете, что-то я вам вкусного дам? А я вам вкусного ничего не дам. Это просто пустое ведро. Не надо сюда идти. Не надо сюда идти. Марш, марш, марш отсюда, марш. Марш. Марш отсюда, марш, 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 марш. Здесь пустое ведро, ничего нету. Красавцы. Чё пришли? Чё пришли? Нету здесь ничего, нету. Вон, видите? Нету ничего. Нету ничего, нету. Нету ничего, нету. Марш, 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 марш. Марш. Ну давайте сейчас растопчите меня, ёшкин кот. Я сказал вам, нету ничего. Утка там, утку не едите. Все, идите гуляйте. Иди гуляй, иди гуляй. Иди гуляй. Иди гуляй. Пока гуляется. Скоро вас в хлев привяжут. И будете там. Но нету у меня ничего. Нету ни хлеба, ничего нет. Все, вали. До свидания. Ну наглый, а. А, понял. Там же у меня мешочек с комбикормом. Наверное, запах комбикорма не слышит. Этих не обманешь. Вот такие вот у нас красавцы кони, лошади, жеребцы. Пока народ занимается сельским хозяйством, деревня живет. Как только забьют последнюю корову, сдадут последнюю лошадь, все, считай, деревня умерла. Я считаю, как-то вот так. Тем временем мы уже подходим к лодке. Что-то я подустал, что-то я уже проголодался. Но это еще не все. Сейчас на обратном пути мы проверим наши продольники. Я поставил 5 продольников и 2 закидушечки на червей. И сейчас, почему на червей? Потому что сейчас посмотрим, что и как там, чем дышит река. Вода падает. А сейчас вот у меня мальки есть. Сейчас проверю и буду сразу насаживать на мальков. А завтра уже будет шанс поймать сопливого налима. Вот и наша река Печора. Красотень, да и только. Скоро осень, господа. Скоро осень, уже осень. Какую тропу набили лошади. Итак, прибыли к продольникам. Вот они, 5 моих продольничков. Почему здесь? Ну, во-первых, здесь далеко от берега. Не водить здесь точно не будут. Глубина более-менее такая средняя. 1,5 метра где-то, наверное. Здесь дамба. Тут перекат справа. И самое главное, как бы, нет-нет, да попрыгивает рыба. Посмотрим. Насадил на червей в надежде поймать хариуса, сига. Но сейчас буду насаживать на мальков. Посмотрим, что попалось с утра. Поехали.
И дополнительно еще вот эти бутылки темные, кстати, надо будет сюда темненькую бутылку тоже поставить, выполняют роль манков. Утка летит и снижается прямо к этим бутылкам. Сейчас вот черная утка одна летела. Если бы не лодка, она бы села сюда. Она прямо сюда начала пикировать. Потом меня увидела и отошла. Так, ну что, первая проверка. Посмотрим, что нам даст Печора. Печора. Что-то есть. Что-то есть, друзья, что-то есть. Это язь. Это язёчек. Это язёчек, дружочек. Второй продольник. Второй пустой. Третий. Что-то походу есть. Или что это такое? Не понял. Блин. Что-то было стопудово. Потому что продольник вот на этом крючке что-то было. И был зацеп. Ладно, пока пусто. Четвертый продольник. Что-то не густо. Не понимаю, налима нет. О, натяжка есть вроде бы. Ага, что-то есть. Что-то есть. Язь, походу язь. И там еще что-то есть. Раз. Ага. Еще там что-то есть. Вот такие вот некрупные язи. Так, видно, хоть нет. И что-то там еще есть у нас. Вот так вот. Наш. Два язя. Чего-чего. А язя на Печоре хватает. Вот такой вот язечек.
Три язя получается всего. Ну не пусто, и то хорошо. Сейчас посмотрим, что нам покажут мальки. Сейчас с утра я насаживал на червей. Теперь вот насаживаю на мальков. Вот как-то так вот. Вот что-то есть. Вон. Волна идет. Пятый продольник, и вон что-то есть там на продольнике. Что-то хорошее. Сейчас мы посмотрим, что там. Блин, эти бутылки мешают, конечно. Что-то есть. Натяжка хорошая. Вот он, вот, двое. Их двое. Так. Раз. Одного взяли. Так. И там еще что-то есть. Второго взяли. И там еще что-то есть. Третьего взяли. Вот такая вот красота. 3 язечка. 3 и там 3. 6, да, получилось у нас. Неплохо. Ну, не пусто, и то хорошо. Дальше все как обычно. Сейчас наживляю и пойдем проверим 2 закидушечки еще на берегу. Поставил для пробы. Мелковато, конечно, надо, чтобы вода прибыла. Если вода немного прибудет, хотя бы полметра, можно будет на фидер там посидеть с берега. Так, ну что, посмотрим, что у нас на закидушках. Если рыба есть на закидушках, рыба-то должна быть, вода просто маленькая. Вот если где-то вот до сюда поднимется с полметра где-то, вот этот песок затопит, рыба будет. Сейчас воды маловато. Ну посмотрим, а вдруг. Так бы можно было приехать, допустим, на машине с семьей вот здесь в лесочке. Костерок, чаек, отдохнуть, порыбачить. Тишина. Никого. Черви целые.
Даже я здесь не проплывал. Ни ёрш, ни язь, никто. Ладно. Оставим на ночь, посмотрим. Что за ночь попадет. Пока пусто. Странно. Я думал, что-то да что-то все равно будет. Ну, все, крайняя закидушка. И здесь, походу, никого. Нету рыбы. Нету воды для рыбы. Будет вода, будет здесь. И здесь рыба будет. А так просто всю дыхалку перекрыла. Вон песок. Снизу небольшая протока. И вон сверху мелочевка гуляет, наверное. А нормальной рыбы нет. Вот если вода подымется хотя бы на полметра, рыба будет. Ну ничего страшного, зато продольники ловят. 6 сетей для начала тоже неплохо. Сейчас посмотрим, что дадут. Что даст утренняя проверка. Ночью еще возможно шевельнется налим. Все-таки мы ждем налима в первую очередь. Вон мелочевка прыгает. То ли мальки, то ли жиганы мелкие. Все. На сегодня все. Сейчас насаживаю, наживляю, закидываю. И пора ехать домой уже. На сегодня хватит. Так, ну что, можно подвести итоги сегодняшней рыбалки или охоты, я не знаю, как там. Ну вот. Начало есть. Это раз, два, три, 4, 5, 6 язей. 6 язей. И вот такая вот уточка. Утка связь. Есть и рыба, есть и мясо, есть и дичь. Как-то вот так прошел сегодняшний день. Короткий осенний день. Разведка, можно сказать, удалась. На продольнике рыба идет. Будем ловить. Ну а закидушки, если завтра будут пустые, я, наверное, все-таки их сниму, чтобы не отвлекаться. А так с утреца или раз в день, или 2 раза в день можно будет проверить и ждать, пока пойдет налим. Есть надежда, завтра обязательно проверим. Если будет налим, буду 2 раза проверять. Если налима пока не будет, буду проверять 1 раз в день, чтобы не тратить лишний бензин. Все. Всем пока. До следующей проверки. До встречи на канале Коми Рыбак.